как бы все сжато. Разберем несколько тем, которые могут чаще всего встретиться в быту, в жизни, на работе, на учебе, на улице, да, чтобы вы были готовы к каким-то хотя бы минимальным правилам оказания первой дочерней помощи. Правильно наложить жгут при кровотечении, зафиксировать пострадавшего после перелома или сделать искусственное дыхание, не пройти мимо и помочь в первые минуты еще до приезда медиков. Самое главное при оказании доврачебной помощи – не паниковать и действовать быстро. Далее, при оказании первой дочерней помощи, опять же, нужно понимать, оценить свои силы рационально. То есть, если вы понимаете, что вид крови, тяжелые травмы, там, открытые переломы как-то могут вас смутить или вы можете упасть в обморок, вам на месте чрезвычайной ситуации делать нечего. Что мы делаем? Опять же, находимся на расстоянии, вызываем экстренные службы, ждем приезда экстренных служб, встречаем, показываем место происшествия и уже в дальнейшем помощь будут оказывать непосредственно те люди, которые по долгу своей службы обязаны оказывать помощь. При попадании пищи в дыхательные пути, объясняют студентам, необходимо провести прием Геймлиха, обхватить человека руками снизу, сцепить их в замок и резко и сильно нажать на живот, прямо под грудной клеткой. Поставили кулак, зажали кулак свободной рукой, максимально прижали к человеку пострадавшему к себе. Если у вас будет какой-то зазор между вами и пострадавшим, мы просто будем его бить об свое тело, и эффекта не будет. Максимально прижали его к себе, плашмя, и делаем 5 толчков разных движений на себя и вверх. На мастер-классе ребятам рассказывают о правовых нормах и алгоритмах оказания первой помощи. Положить ладонь в центр грудной клетки, вторую сверху и сомкнуть пальцы в замок. Зафиксировать руки в прямом положении. Студентам показывают на манекене, как сделать непрямой массаж сердца, с какой частотой и силой давить на грудную клетку, чтобы не сломать ребра. Также объясняют. Делаем опять 30 нажатий. Как только мы с вами 30 нажатий провели, запрокидываем голову, смотрим на наличие зоны тела. Если есть, вытаскиваем, если нет, что мы делаем? Опять 2 выдоха дыхательных путей. По статистике, каждому 10-му человеку становится плохо на улице, дома или на работе. Причины могут быть разными. Утомляемость, проблемы со здоровьем или чрезвычайные происшествия. Специальными знаниями оказания первой помощи должен обладать каждый. С того, что нам рассказали, мы уже знаем, но было также очень интересно закрепить свои знания и услышать что-то новое. Несомненно, я услышала что-то новое, поняла для себя, как правильно это делать, особенно некоторые моменты при инфарктах, инсультах миокарда. Этот семинар на тему «Актуальные и необходимые приемы оказания первой помощи на территории региона» проводят по поручению Минздрава Республики во всех учебных заведениях Ингушетии, чтобы каждый из учащихся имел базовые навыки доврачебной помощи. Если вдруг нужна будет кому-то помощь в экстремальных ситуациях, чтобы человек не терялся и мог оказать хотя бы минимальную первую доврачебную помощь. Когда счет идет на минуты, очень многое зависит от грамотных действий тех, кто оказался рядом с пострадавшими. От их знаний зачастую зависит жизнь человека. Тамара Хашагульгова, Билал Ахильгов, Хасан Евлоев, Магаз 24.